Джефхер Ильхам, дочь уйгурского активиста профессора доктора Ильхама Тохти, который открыто критиковал расовую дискриминацию и правительственные репрессии в Восточном Туркестане, вместе с Amnesty International призвала к освобождению своего отца. Профессор Ильхам Тохти, преподаватель экономического факультета университета Минзу, одного из самых важных университетов в Пекине, столице Китая, исчез в январе 2014 года за открытую критику расовой дискриминации и поддерживаемых правительством репрессий в Восточном Туркестане. А 23 сентября 2014 года он был обвинен в сепаратизме на показательном процессе и приговорен к пожизненному заключению. 23 июля 2024 года дочь Тохти, Джефхер Тохти, вместе с Amnesty International обратилась к международному сообществу с настоятельным призывом освободить ее отца. Опубликован новый доклад «Религиозное угнетение в Восточном Туркестане и исламофобия в Китае», подготовленный Ассоциацией Human Rights Watch в Восточном Туркестане. Выступая на презентации, состоявшейся в штаб-квартире Молодежного фонда Турции, ученые заявили, что доклад, о котором идет речь, очень ценен с точки зрения регистрации систематической политики геноцида, религиозного угнетения и исламофобии, которую оккупационный Китай проводит в течение многих лет в Восточном Туркестане. Арабская республика Египет хочет модернизировать свои военно-воздушные силы в соответствии с переговорами с Китайской Народной Республикой. Официальные источники сообщили, что ВВС Египта провели переговоры по истребителям G-10C и G-31. Помимо G-10C, который выделяется своей доступной стоимостью, Египет также вплотную заинтересован в истребителях G-31 против F-35, которые Израиль активно использует в регионе. Египетские военные увеличили свои военные инвестиции в Китай в последние годы в ответ на тесные отношения между Израилем и Соединенными Штатами. Япония выразила протест правительству Москвы, которое ввело постоянный запрет на въезд в Россию руководителей 13 ведущих компаний страны, таких как Toyota Motor. В заявлении МИД РФ напомнили, что Япония продолжает санкции против России в рамках специальной военной операции на Украине. В ответ на эти санкции 13 японским гражданам, в том числе председателю Toyota Motor Акио Тойоды, президенту японского агентства международного сотрудничества Акихико Танака и основателю Rakuten Хироси Макитани, был запрещен въезд в Россию на неопределенный срок. Перед выступлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перед Конгрессом США в Вашингтоне прошла серия акций протеста, завершившихся многочисленными арестами, в том числе сидячей забастовкой у здания Капитолия. Пропалестинские митингующие собрались в Кеннон-офис в Капитолии в знак протеста против премьер-министра Израиля Нетаньяху и атаки израильского правительства на Газу. Министр иностранных дел Китая Ван И встретился со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Гуанчжоу. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай готов и дальше играть конструктивную роль в возобновлении мирных переговоров. Если Москва готова вести переговоры в духе доброй воли, то Киев готов договариваться с Россией на определенном этапе, сказал Кулеба. Сотни рейсов были отменены из-за тайфуна Гаэми, который, как ожидается, обрушится на Тайвань. 12 человек погибли в результате наводнений и оползней в различных районах Филиппин, где преобладали неблагоприятные погодные условия. Объявив 24 июля днем шторма, администрация заявила, что предприятия и школы будут закрыты в большинстве районов Тайваня. С другой стороны, было объявлено, что 29 тысяч солдат находятся в готовности к оказанию помощи при стихийных бедствиях. По прогнозам, скорость ветра тайфуна Гаэми составит до 240 км в час.